Карина, здравствуйте. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, Людмила. Карина, ваш путь начался в 3 года, когда приняли решение свой путь связать с творчеством. Об этом всегда рассказываю, тоже на интервью. Еще в детском саду, естественно, меня пригласили выступать на мероприятии в Академии РХБЗ, в которой учился мой отец тогда. И, собственно, на каком-то одном из концертов, безусловно, родители не помнят, что это было за мероприятие и так далее, пригласили, и я, видимо, исполнила там какую-то песенку. И как-то с того момента все начало развиваться в этом отношении, и я начала заниматься вокалом. В дальнейшем в школе я участвовала в различных конкурсах, фестивалях, ну, то есть такая стандартная на самом деле история. Также пела в хоре, в ансамблях, сольно, ну и, в общем, так вот как-то это стало частью моей жизни. Как родители отнеслись к вашему выбору? Достаточно положительно, особенно мой папа, он всегда был за, и он также в какой-то степени, наверное, повлиял, ну, в целом, естественно, повлиял на мою любовь к музыке. Также повлиял на поступление в училище искусств после школы. Несмотря на то, что меня готовили на переводчика, я должна была поступать на переводчика в педагогический, но буквально за 3 месяца, по-моему, ну, плюс-минус, я решила, что нужно поступать в училище искусств на оперную певицу, академвокал. Несмотря на то, что это было таким, да, ярким решением, и я удивила своих родителей, но папа всегда был за. И когда, к сожалению, я покинула это заведение учебное, сбежала оттуда, скажем так, он был, конечно, очень расстроен. Но всегда они поддерживали и поддерживают сейчас, на данный момент, мама, все мои начинания и все то, что я делаю, занимаюсь, чем живу. Карина, я когда готовилась к интервью, то читала, что специалисты отмечают красивый голос и высокий уровень техники и культуры исполнения. Я могу с ними согласиться. Да, может быть, это будет нескромно звучать. Наверное, особенность, возможно, моя в том, что действительно у меня есть наличие многих техник исполнения, потому что я занималась изначально классическим вокалом, но потом перешла на эстрадно-джазовый. И также это связано, конечно же, с тем, что я дочь военного, я поменяла 8 школ, то есть я много где жила, и, следовательно, все это время я занималась у разных педагогов. То есть во мне собраны абсолютно, ну, я не знаю, какое количество, но абсолютно разные и техники, и подход, и, безусловно, от каждого из я что-то принимала и до сих пор тоже использую, поэтому это такой есть некий конек мой, который отличает в том числе меня от других исполнителей. Чуть-чуть хотелось бы поговорить о репертуаре. Я на самом деле не предпочитаю, когда меня относят к чему-то определенному. Многие считают, что я джазовая исполнительница, но это совершенно не так, потому что многожанровость мне куда ближе гораздо, потому что мне нравится быть разной. То есть однообразие, в принципе, в жизни для меня никогда не было интересным. Мне нравится какие-то вот эксперименты, да, образы различные пробовать и прочее. И поэтому как и джаз, так и присутствует, безусловно, и тот же самый рок, и популярная музыка, и тот же фолк даже. Мне нравится совмещать разные стили между собой.
И мне кажется, что это достаточно неплохо получается. Насколько я знаю, вы не впервые во Владикавказе. Это уже третий ваш приезд. Да. В третий раз вы посетили Северную Осетию. С чем в этот раз приехали? Что касается Осетии, уже такой полюбившейся, да, я третий раз здесь. Впервые мы прилетели с моей командой по приглашению дома Вахтангова, непосредственно от театра Вахтангова в Москве, от Кирилла Игоревича Крока. Мы прилетели в марте, несмотря на то, что было еще достаточно прохладно. Я просто не знаю, мне кажется, я сошла с трапа и поняла, что что-то есть уже вот в вашем воздухе такое, что на меня тоже повлияло, возможно. В общем, случилась действительно какая-то некая такая влюбленность с первого взгляда, и она продолжается по сей день. Собственно, уже третий раз, да, я здесь. С большим удовольствием всегда прилетаю, и такой, конечно, коннект сложился удачный, взаимный, потому что мне безумно нравится ваш край, и мне безумно нравятся ваши люди, ваша публика. И, как поговаривают, это взаимно, что не может, конечно, не радовать. Я с большим пиететом отношусь, да, к вашей земле. Не знаю, я не могу это описать на самом деле, с чем это связано, почему так происходит. Но бывала я много где по миру. Но Осетия, она какой-то определенный такой оставила свой след во мне. И у меня есть много любимых мест, любимых городов, любимых стран. Но вот Осетия — это что-то такое именно душевное, даже в переплетении с чем-то духовным, возможно. И вот в третий раз, да, я прилетела, более того, откинув все свои дела, абсолютно работу, я прилетела именно выступить на вашем дне города. То есть, скажем так, как я потом получала обратную связь, некоторые увидели подтверждение всех моих слов. Когда я признаюсь в любви вашему краю, я их вот подтвердила, скажем так, приехав именно вот с этой целью. И я счастлива. Да, с этой миссией некой, да. Карина, вы часто гастролируете по России и Европе. Какой он остинский зритель и чем он отличается? Я сразу могу сказать, что он один из самых ярких на самом деле, потому что, как тоже уже говорила не раз, ваша публика в хорошем смысле жадная, потому что то, как люди наслаждаются процессом, наслаждаются вот этим волшебным моментом, когда мы выступаем, вот этот обмен энергии, он, пожалуй, как нигде. В Москве очень тоже трепетно достаточно, несмотря на то, что это мегаполис, да, то есть все равно люди немножечко, не немножечко даже, а в другом совершенно ритме живут, да, то есть определенные какие-то свойства характера, образа жизни есть и так далее. Там тоже всегда с уважением относятся к артисту. В других же городах не везде есть такая тенденция, совершенно, от слова совсем в некоторых. Не буду говорить где, не буду никого обижать. Но в Осетии, что касается Владикавказа непосредственно, это что-то космическое, правда. Вот даже сейчас, когда я выступала на Дне города в проекте «Музыкальные балконы», собралась публика достаточно быстро, ее было достаточно много. В какой-то момент от этих аплодисментов, несмотря на то, что я была наверху, все равно какого-то конкретного такого обмена, даже зрительного, особо не было, но это чувствовалось настолько, что в паре моментов я даже прослезилась. Я остановила себя. У меня уже такое было, кстати, здесь тоже.
И, конечно, да, в такие моменты нужно как-то немножечко выдыхать. Хотя, может быть, и нужно тоже, возможно, не останавливать себя. И это, да, это дорогого, конечно, стоит. Поэтому публика у вас, конечно, очень-очень теплая, горячая, да, горячая. Карина, чем вы сегодня можете гордиться? Что хотелось бы переделать или отмотать назад? Какие хорошие вопросы. Такие достаточно, да, эмоционального характера. Что отмотать? Вы знаете, я очень люблю группу Doors. И Джим Моррисон — это одна из самых таких значимых вообще фигур для меня. А у меня их совершенно немного. Так вот, когда у него спросили в какой-то из периодов жизни, его спросили, о чем вы жалеете в этой жизни, несмотря на то, что он прожил всего лишь 27 лет, такую яркую, необычайную жизнь. И он сказал: я ни о чем не жалею. Единственный момент, о чем я жалею, это то, когда я постригся коротко. Вот, пожалуй, к такому уровню, возможно, я стремлюсь, потому что хочется ни о чем не жалеть, потому как, мне кажется, то, что мы делаем, и весь наш путь, он уже, возможно, где-то, ну, не то чтобы запрограммирован, но все так, как должно быть. Вот абсолютно. И то, что может быть, могло бы быть, но этого не могло бы быть, потому что вот уже есть то, что ты сделал. Поэтому отмотать что-то, может быть, какие-то личные моменты, возможно, да. А что касается профессии, может быть, я бы все-таки, наверное, тогда, когда я уходила, сейчас такой инсайт будет, просто признание. Тогда, когда я уходила из училища, меня, ну, помимо папы, естественно, отговаривали и прям практически запрещали это делать. То есть я действительно оттуда сбежала практически, потому что педагоги говорили о том, что тебя ждет большое будущее вот именно в оперном направлении. Я не слушала никого, и мне хотелось более чего-то такого многогранного, что ли, а не только вот заниматься музыкой. Поэтому я получила другое образование высшее. И, возможно, я бы, наверное, тогда прислушалась бы к ним. И даже если хотя бы и ушла в другое заведение, я бы осталась и в этом тоже. Есть ли у вас какая-то творческая мечта, задумка, идея? Идей очень много, конечно же, да. Я как истинный стрелец, генератор идей. Идей, да, хватает. Хочется их, конечно, воплотить, но не всегда есть на это время. И, конечно же, иногда бывает такое, что откладываешь, естественно, списываешь это и на время, и на что-то там еще, но это бывает такая легкая лень. Целей много, чего бы хотелось добиться. Пусть это останется загадкой. Да. Карина, а вот как вам удается влюблять в себя публику? Вот в чем секрет? А мне кажется, это нужно спросить у публики. Ну, вы как думаете? Но наша публика вас точно любит. Спасибо. Этого хотелось бы, но это чувствуется на самом деле. Мне кажется, что это так. Так и есть. Хотя я думаю, что есть и другие мнения, и это нормально совершенно. Я абсолютно спокойно отношусь к критике и вообще к различным мнениям, потому что сколько людей, столько и мнений. Как получается? Вы знаете, наверное, одно из, ну, по крайней мере, мне говорят об этом. Я честна.
Я ничего не придумываю, я ничего... Ну, искренность прям очень чувствуется, честно говоря. Даже во время интервью и до, когда мы общались, я вот чувствую прям вот эту энергетику добрую, искреннюю. И, наверное, вот в этом и фишка вся ваша. Возможно, да, как-то просто говорить о себе, да, что вот я там такая. Я не умею, не люблю, хотя могу, в принципе, почему нет. В последнее время тоже учусь этому, потому как все-таки артист не должен быть таким скромным, как я. Да. И, пожалуй, вот, наверное, самое главное, действительно, это то, что я честна, и мне не приходится что-то действительно придумывать, чтобы зацепить кого-то, специально влюбить или там заставить, или еще что-то. Нет, это как-то происходит вот таким образом, и ну, я это очень ценю, и мне хочется, чтобы это качество и дальше шло всегда, находилось во мне и шло всегда со мной. Но если говорить о доме Вахтангова, он все-таки ключевую, наверное, роль сыграл в том, что вы впервые побывали во Владикавказе. Вот какие планы на будущее? Как часто вы планируете к нам приезжать и, наверное, с чем планируете? Я бы, если честно, знаете, как сказали однажды на концерте в доме Вахтангова зрители, когда мы уже вышли на поклон в очередной раз, нас обычно не отпускают долго, сказали: а вы не уезжайте. Вы просто не уезжайте и оставайтесь здесь. Идея тоже неплохая, конечно, потому что ваши края, как я уже говорила, они действительно запали мне в душу. Приезжать, возможно, хотелось бы гораздо больше, гораздо чаще, потому что есть что показать, есть для этого, в принципе, все возможности, и всегда найду для того, чтобы приехать, прилететь сюда, окошко с большим удовольствием. Стоит сказать, наверное, о том, что хотелось бы, наверное, не только вот ограничиться, допустим, осетинской вот этой вот всей историей, а еще и основываясь вот на вот этих эмоциях, которые я испытываю здесь, например, да, хочется, чтобы, наверное, ну, скажем так, допустим, в каждом городе России, нашей необъятной, прекрасной, люди были бы похожими на ваших. Потому что мне кажется, нет, мне не кажется, я это вижу, что здесь, в Осетии, во Владикавказе, есть еще и остались те самые ценности, которые, как мне кажется, были раньше у нашего народа, у россиян, ну и ранее там, в Советском Союзе, да, то, что объединяло и отличало, возможно, от других, вот эта доброта и уважение к друг другу. Я вижу, что здесь еще это есть. Как мне кажется, в большей степени. И что примечательно, это есть не у взрослых, это есть и у маленьких детей, условно, с малых лет, да, и я заметила, что здесь превалирует все-таки еще вот этот, так сказать, критерий, ну, в общем, есть. А в больших городах этого все меньше, меньше, где-то вообще нет. То есть как будто бы мы все разъединились. Хотя сейчас, наоборот, такой период сплочения. И, как мне кажется, иногда это сплочение, оно достаточно поверхностное. Оно не совсем от души. Здесь душа чувствуется. И мне хотелось бы, наверное, пожелать вашему народу вот это приумножать, все-таки не забывать. Потому что, безусловно, мы живем в современном мире, мы развиваемся и так далее. И как-то это немножко отходит, возможно, на какой-то другой план, но нужно, наоборот, это
как-то еще более... Умножать, да, их сохранять. Да. На этой прекрасной ноте я благодарю вас за то, что нашли время в своем плотном графике, пришли к нам в гости. И говорю вам до новых встреч. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Мне было очень с вами приятно.